Да, мы являемся одной из ветвей рода аварских правителей Нуцалов. Ветвь наша Алдамовых, и базировалась она в селении Кайди, это ныне Цумадинский район. Правление наше охватывало территорию нынешней горной Чечни и западного Аваристана, и плюс Тушетии. Основной, конечно, была эта территория нынешней горной Чечни, там располагались разные общества, тоже было разное деление, там Шаро, Шубут, Хиялал, Ичкерия, Чарбиль, Наках, то есть именуемый также Нашахом. Вот вся эта территория. Плюс Тушетия, горная территория Тушетии, она являлась личным мульком аварских правителей еще с древнейших времен. Теперь на этой территории населения нету, высокогорная территория и там национальный парк. В VIII веке, когда шла война аварского государства, именуемая в персидских и арабских источниках как Сарир, а по-аварски он просто назывался Авари. Халифат сумел захватить центр политический Аваристана Хунзах, и на территорию западного Аваристана Нуцал Суракат отошел. Потом идут периоды, когда там прекратилось, переселились обратно в Хунзах, потом вновь, по нашим преданиям, 13 век, начало 13 века мы снова туда перебазировались. Это было после распада аварского государства на основе межрелигиозных противоречий. И вот Нуцалы начали восстановление аварской государственности вновь. И пика она достигла уже в 15 веке. Это известный манифест Нуцала Андуника о том, чтобы воссоздать в том объеме, в котором он ранее был, аварскую государственность. И вот с этой целью шла новая экспансия на те территории, на которых была наша власть. Во-первых, нужно сказать, что были территории, это личные территории, личные земли, принадлежащие роду Нуцалов, раз. И были территории, где расселены были разные этнические группы, да. Не было такого. Если было бы такое, что приходили огнем, мечом, то власть долго бы, естественно, не удержалась. Если люди правят в течение многих веков, и в истории описано, например, тот же Лаудаев, чеченский историк, описывает, например, да, что на очень льготных условиях вот эти территории, они обезлюдили в период нашествия Тамерлана. Многие территории, там жили авароязычные этносы, они 14 век. Уничтожено было государство Симсир, где также у власти была правящая династия Ветнуцалского рода, потомки так называемого Джугут-хана. Это государство было уничтожено, население было уничтожено, об этом есть полная архивная база данных. Потом, и вот шла эта экспансия, да, это как шло восстановление всего того, что у нашего государства было, да. Практически там население само, оно было малочисленным. А в прежние времена власть, конечно, она имеется источник, была вплоть до Аланских ворот, то есть территория Джайрах, вся эта высокогорная территория, там правила именно ветвь Алдамовых. Не было такого, как говорят, любят теоретики идеологии классовой борьбы, что аристократия, и они там угнетали якобы. Кайди вообще называют второй столицей Аваристана. И называли во все времена. И то, что автономное княжество там, да, оно автономное было во многих вопросах своих,
Да? По нашим преданиям мы вновь возвратились на эту территорию методом выкупа этой территории, уже там долгая история. И вот по отношению к Хунзаху у них никогда не было сепаратистских тенденций. Мы полностью были проводниками единой аварской политики, единой аварской государственности. Хотя во многих вещах мы были полной автономией на маленького уже то, что восстанавливалось вокруг Хунзахского плата. И эта наша территория, она почему была автономной? Между нами были другие территории, которые на тот момент еще не были включены в состав Аваристана, единого государства. То есть мы как бы были между нами пространство, которое нам еще не подчинялось. То есть в едином аварском государстве. Там были общества, да, они там какие-то территории подчинялись Шамхалству, какие-то территории автономными оставались какой-то период времени. Но вот в западном направлении аварское государство начало очень сильно уже практически с 1570-х уже годов. Они начали такую сильную экспансию, восстановление своих, скажем, реконкисту на те территории, которые были частью аварского государства с древнейших времен в западном направлении. И вот 1570 год, первые походы, они увенчались неуспехом, там погиб Кахра, брат Муцала и его племянник. А уже в 1571 году новый поход увенчался успехом, и вот вся эта территория была снова включена в орбиту аварского государства. Вот с тех времен, фактически по 1845 почти что год, вся топонимия, вся вот архитектура к востоку от реки Аргун, она вся аварского типа. И вот горные вот чеченские тепи, когда пришли на эти территории, переселились, да, под руководством аварских муцалов, это с 16 века, и в дальнейшем вплоть до конца 18 века. Разные этапы, и исламизация шла также. Территория первая, эта территория была, которая переселились, это территория Чарбиля, Чеберлой. Ну, вот это все проходит через призму идеологии классовой борьбы, марксизма, ленинизма. И вот советский период, тенденция была такая, не только там здесь, но и везде по всему Советскому Союзу, противопоставление там масс населения, там аристократии. И в этом отношении, например, дань. Что такое дань? Современным языком это контрибуция. Дань уплачивают только враги. И в данном контексте вот, закавказские ханства, азербайджанские, там, потом грузинское царство, Картли Кахети и так далее, да, они все были, и даже Санджак от Османской империи, Халкалаки были данниками. Но дань платят враги, с тех, с кем вы вступили на путь войны. И это население, оно было, во-первых, не мусульманским, а во-вторых, оно было шиитским. То есть было противоречие с суннитским исламом, который исповедовали нуцалы. Это раз. Во-вторых, насчет налогообложения, оно было льготным. Об этом очень много данных. Если пока у человека не будет поголовья, например, 100 овец, с него налог не брался. А со 100 овец 2 овцы, это то есть 2%. Налоги, которые бывают государство, это христиане там бывает джизью позже налоги на религию, в Тушете они платили, да. Это все, это и имамати Шамиля платили также, и намного больше платили. Например, вот пример известной из истории, Тушины после вот убийства кадинских муцалов, Тушины пришли к Шамилю и сказали, вот мы платили каждый год кадинским муцалам, то-то, 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 что нам теперь делать? Да? И Шамиль сказал, то, что вы платили нуцалам каждый год, вы будете мне платить каждые 3 месяца. То есть налогообложение он увеличил 4 раза. Вот. А в современности, например, да, налогообложение, где за каждый вздох практически человек уже вынужден платить, и налогообложение того
периода, оно ни в какие рамки не влезает. Это просто льготный режим, можно прямо выразить, льготный режим. Даже по тем временам, даже это на очень льготных условиях на землях Муцалов расселялись люди. И называть вот это якобы угнетением, при том, что в этих обществах даже внутреннее управление было автономным, каждом селении сход жителей решал, что для них хорошо, что для них плохо. В своем навеяно чем идеологической пропагандой советского периода и постсоветского периода, но речь о восстановлении в том прежнем режиме там, аварского царства не может идти, но номинальное, там, если будет создано какое-то там аварское государство, то номинально как конституционный монарх, только в таком ракурсе может быть с номинальными там правами и так далее в современную эпоху, чтобы да мы и сами тоже не хотим брать на себя, но в груз ответственности за весь народ.